Без дела, если можно так выразиться, не сидят и кибермошенники, которые совершенствуют свои методики. Если раньше преступники использовали СМС-сообщения, чтобы нажиться на своих жертвах, то теперь, подав объявление, к примеру, о продаже недвижимости, можно также пострадать от их действий. Продолжит тему Татьяна Вахнина. Ольга и Владислав Севко числятся в РОВД по Алданскому району потерпевшими. Супруги лишились 90 тысяч. Это были все их накопления. Деньги на банковскую карту неизвестному они перевели сами, через банкомат. Ушла 1000, потом 3000, потом смотрю 60 тысяч. Я говорю, стоп, здесь что-то не то. Говорю, деньги-то с карты уходят. Супруги разместили объявление о продаже квартиры на сайте Авито. Покупатель вскоре нашелся. Даже не взглянув на предполагаемое приобретение в реале, неизвестный начал настаивать на задатке, который он намерен перевести продавцу на карту Сбербанка. Затем, ссылаясь на технические неполадки, покупатель, опять же по телефону, попросил супругов вставить карту в банкомат и набрать продиктованные ним цифры. Набором всяких цифр и часто говорит, делал вид, что он ошибается, что он неправильно говорит. Мы эти все перебирали, и в конечном итоге получилось, что мы его подключили к своему счету через мобильный банк. И он снял все деньги с карты. Мы действовали словно в тумане, признается позже Ольга. Деньги исчезли, карта была блокирована, абонент оказался вне зоны действия сети. В раскрытии этих преступлений, что, как правило, они совершаются лицами, которые находятся за пределами республики. В ловушки мобильных мошенников попадают отнюдь не единицы. Счет случаев хищения денежных средств с банковских карт идет на десятки. В 2015 году от аналогичных заявлений, либо подобного рода, похожих на данную гражданку, которая выступала, зарегистрировано 84 факта. Практически очень малое количество этих преступлений осталось раскрытыми, все остальные остались нераскрытыми. Любители поживиться чужими деньгами изобретательны, и хищения с использованием информационных технологий не однотипны. Внедрение вредоносного программного обеспечения в систему мобильного телефона, завладение сим-картой, к которой подключена услуга мобильного банка, телефонное общение. В достижении целей киберпреступники не вмешаются ни одним из средств. Сотрудники полиции призывают держателей банковских карт быть благоразумными и осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан.